Я его из такого дерьма вытащил. Уже для меня сделаю все. Я все могу. Я могу отобрать квартиру, работу, сына своего, садить. И эту. Ну, дочь твою. Вита. Может не прилететь. Случайно. Мерзавец. Зачем мы в школе надо мной издевались, а? Скажи мне. Я так тебя люблю. Я любил тебя. Я остаюсь. Сереженька. Мы будем жить вместе. Тихо. Пошли, пошли. Алло, да, мам. Я еду домой. Ну, в смысле к тебе. Ты там один? Не помешаю? Ты один, конечно. Что случилось? Я знаю, кто убил папу. Кто? Я еду домой. Я знаю, кто Алло. убил папу. Алло, мам. Я что-то нарушила? Ваши документы.
дать мне точный адрес своего отца? Я район примерно помню, просто можешь точный адрес дать? Зачем тебе? Он что, опять на тебя наезжал? Да не важно, просто дай мне адрес и все. Зачем тебе адрес? Ты просто дай мне адрес! Ты мне можешь сказать, что происходит или нет? Мама пропала. Ну, что надо? Где мама? Уехала. Куда? А я откуда знаю? Куда уехала? Ты чё ломишься? Нету ее. Где она? Позвони, спроси. Че, ментов вызвать? Скалолаз. Вали отсюда. Ну, я не знаю. Ну, может быть, она могла поехать к кому-то, к родственникам. Ань, понимаешь, она сказала, что едет ко мне и что будет скоро. Но и нет уже несколько часов. С ней что-то случилось. Пожалуйста, давай только без этого. Не паникуй, ладно? Мы ее найдем, и все будет хорошо. Я хочу заявить о пропаже человека. Котляр Светлана Николаевна. Я ее сын. Что? Сюда нельзя. Пропустите. А, ну, хорошо. Сергей Мамаев, Да. следует Соколов. Пойдемте. Она? Где это случилось?
Этого, Михаил Иванович. Судя по всему, не справилась с управлением. Вылетела с трассы. Это я виноват. Что? Стой, стоять! Стой! Ты куда? Стоять! Стоять, говорю! Нельзя сюда! У нас беда, сынок. Это ты его убил, брать! Ты его убил! У него шок, отпустите его. Все, отпустите. Мама! Отпустите. Мама! Подожди. Приехали. Дома выпить есть что? Чё? Могу сгонять. Держись, парень. А ты поверила, что его случайно сбили? Антон чудесный. Я его из такого дерьма вытащил. Он все для меня сделает, все. Я ничего не помню. Если бы она это показала ментам, нам бы светила пятнашка, а то и больше. Ну, а что я должен был сделать? Ну, она уехала, я за ней. Ну, а вы же поссорились, а вас надо будиться. Она уехала, я за ней, а там... Ну вот. Значит, она позвонила и сразу приехала к тебе. Она сказала, что знает, кто убил отца. Это Мамаев. Это она так сказала. Не успела. У тебя уже были конфликты с отчимом? А при чем здесь это? Ну, так были или это первый? Были что? За что ты его ненавидишь? Он убийца. Этого мало? А у тебя есть доказательства? У мамы были. За это он ее и убил. Егор. Скорее всего, с твоей мамой произошел несчастный случай. Она ведь неопытный водитель. Он же вам уже заплатил.
Год назад моего отца сбила машина. Насмерть. Тоже несчастный случай. Егор! Егор, ты чего трубку не берешь? Я звоню тебе. С мамой все в порядке? А разве тебе папочка не сообщил? Нет, у него телефон отключен. С мамой все нормально, она нашлась. Он убил ее. Кто? Мамаев. В смысле убил? В смысле, подстроил аварию, как с папой. Егор. Егор, ты чего? Подожди, я понимаю, что ты его ненавидишь. Ты знаешь, что я его тоже терпеть не могу. Но он не убийца, он не мог этого сделать. Давай защищай его, он же твой отец, да? Я его не защищаю, я просто не думаю, что он мог бы... Мне плевать, что ты думаешь. Егор! Поминки дома. Да, что еще? Еще. А, гроб, да, белый. Самый дорогой. Сергей Васильевич, Подождите. Сергей Васильевич, там следователь пришел, мне ему что сказать? Я вам перезвоню. Зови. А, хорошо. Юля, Да? Что? тебе надо уехать. Мне? Куда мне уехать? Подальше. Надолго? Зови. Хорошо. Ты что, с ума сошла? Говорить с отцом про Егора. Он же его терпеть не А может. кому мне еще обратиться, Ир? Егор явно не в себе, ему помощь нужна. А что я могу сделать? Давай я попробую ему помочь. Чем? К нему хорошего психотерапевта надо привести, а не просто дружески поддержать. Он еще от смерти отца не отошел, а тут с мамой такое. А с чего ты взяла, что твой отец будет оплачивать психотерапевта для Егора, а? Ну, во всяком случае, я попробую. Да. Может, моя просьба еще хоть что-то для него значит. Я с тобой. Я хотел бы поговорить с вами об отношениях в вашей семье. Какие-то проблемы были? Со Светой мы жили душа в душу. Сейчас Вита возвращается, я даже не знаю, как ей обо всем этом сказать. Ну, а с Егором? С Егором не сложилось. Юношеский максимализм, ревность к матери. Хотя я отношусь к нему как к родному.
Я знаю, что у него были проблемы с наркотиками. Ну, взяли его с пакетиком травки. Свята очень переживала из-за этой ситуации. Она заподозрила, что он подсел. Да и вправду он в последнее время стал неадекватный. Подумайте, парень в квартире один, контроля никакого. Может, у него там прямо и точка. Ты думаешь, он решил подставить Егора? Я не знаю. Я уже ничего не знаю. Если бы Егор действительно что-то принимал, я бы заметила. Нужно его предупредить. Я ему 100 раз звонила, он трубку не берет. Я к нему домой приходила, там никто не открывает. Слушай, найди его, а? Может, он тебе ответит. Скажи ему, что ему дома сейчас пока лучше не появляться. Хорошо, хорошо, я сделаю. Все, не беспокойся. Точно? Да. Хорошо. Ты куда сейчас? И я к маме. Окей, хорошо. Привет передавай. И это, сама не дергайся, все будет нормально. Егор! Привет. Что случилось? Слушай, здесь такое дело. Мамаев хочет тебя подставить с наркотиками. Ты откуда знаешь? Ну, догадайся. И Аня это не смущает. Короче, тебе нужно срочно уехать. Есть где пожить? Разберемся. Нужно домой заехать, документы забрать. Я с тобой. Опоздали. Ни вещей, ни денег, ни документов. Послушай, у меня есть дача. Точнее, у моих родителей. Можно туда поехать. Аня про нее знает? Нет. Поехали. Поехали. Дядь Сережа, почему вы меня так срочно вызвали? Антон мне за всю дорогу ни слова не сказал. Я до мамы не могу дозвониться. Что случилось? Почему вы молчите? Почему вы молчите? Почему вы молчите? Пойдем. Но ты ведь можешь нехило заработать, если сдашь мне Мамаеву. Че, с ума сошел? Я твой друг. Но Аньке ты тоже как бы подруга. Дурак ты, Егор. В отличие от Аньки, я тебя не предам. Хочешь верь, хочешь нет. Мы с родителями здесь бываем часто. Поэтому, если тебе нужно, ты можешь оставаться столько, сколько хочешь. Мы что-то придумаем. Тебе пора. Зачем?
родители начнут тебя искать. Ладно. Я завтра приеду. Продуктов привезу побольше. Может, тебе что-то нужно? Узнай, когда похорон. Ты ж не собираешься? Просто узнай. Егор появлялся? Нет. Я теперь совсем одна. Я у тебя есть. Дядя Сережа, почему так? Почему сначала папа, потом мама? Почему? Нет. Я его обязательно найду. Я обещаю. К кому он мог поехать? К родственникам, друзьям? Я не знаю. Вот список мест, где он может быть. Проверь все, смотри, только не засветись. А что с ним сделать, когда я его найду? Третий несчастный случай в семье вас больше не беспокоит? А никаких несчастных случаев. Он просто исчез. Ты чё трубку не берешь? У меня телефон разрядился. Ты нашла его? С трудом. Ну, и что он? Я сказала, чтобы он уехал. Вроде бы поверил. Хорошо. Правильно. Куда он поехал? Ну, я не знаю. Ты что, дура совсем? Ну, мы с ним расстались у вокзала. Он теперь мне не доверяет. Он обо мне спрашивал? Понятно.
Аня звонила. Она тебя видела. Если она отцу все расскажет. Уже тебя посадят или убьют. Давай уедем. Куда угодно. Вдвоем. Эта мразь будет просто жить? Отомстишь ты ему, а что дальше? Ты жизнь себе сломаешь. Далеко я уеду без документов. Давай ключи от квартиры. Зачем? Будут тебе документы. Шеф, я всех объездил, Егора нигде нет. Он или где-то спрятался безвылазно, или вообще из города свалил. Мне кажется, я видел его на кладбище. О, черт, надо было с вами на похорон ехать. Так и что мне теперь делать? Ты последи за Аней. Думаю, он выйдет с ней на связь. За Аней? Да. Понял. Да, шеф. Она приехала к нему домой. Похоже, что дома никого нет. Ехать за ней? Ага. Опаньки. Подружка Айна нарисовалась. Да нет, не Лена, Ира. И ключи у нее, похоже, от дома есть. Что делать? Понял. Егор! Вот. Привезла все, что ты просил. Ир. Я правда ценю все, что ты для меня делаешь. Но тебе оставаться со мной очень опасно. И
Дальше я сам. Давай я помогу на первых порах, что ли. Нужно квартиру снять, работу найти. Ну, что, для тебя совсем пустое место? Ладно. Ну что, я на вокзал за билетами? Хорошо.